Это коллективное видеообращение сотрудников Псидахского психоневрологического диспансера. Персонал жалуется на отсутствие доплат за повышенную нагрузку в условиях пандемии. Минтруд региона, по их словам, сделать это отказывается. Поэтому искать справедливости они решили на просторах интернета в надежде, что власти прислушаются к их чаяниям. Владимир Владимирович, обещанные вами выплаты мы не получили. Возмущены тем, что Минтруд Республики Ингушетия отказывает нам в этих выплатах. Невзирая на все трудности, все работники работали в штатном режиме. Просим вас помочь нам! Однако в этом вопросе не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Министерство труда республики жалобу считает необоснованной, не подкрепленной законом. Ведь психоневрологический диспансер не был переведен на особый режим работы, который предполагает изоляцию. Так, выплаты полагаются лишь той категории работников, которые проживали в учреждении, закрытом на карантин не менее 2 недель. Издается локальный акт, приказ директора санатория о объявлении ситуации обсервации, то есть ситуации 100% повторяющей ситуацию карантина, когда вводится. Подтверждается этот акт, не подтверждается, а высшим актом является указ главы субъекта, который вводит своим указом в этих учреждениях режим обсервации, то есть режим карантина. В наших учреждениях социальной защиты заболевших коронавирусом, алхамдулилlah, не было. Группы риска из себя они не представляли, поскольку они не выходные за территорию учреждения. К слову, масштабные меры поддержки работникам социальных учреждений президент страны анонсировал еще 11 мая. Выплаты начисляются в период с 15 апреля по 15 июля этого года. В социальных учреждениях доплата составит 40 тысяч рублей за 2-недельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего, медицинского и административного персонала 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми, 35 тысяч рублей. Для младшего персонала 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала 10 и 15 тысяч рублей. Стоит отметить, что это не первый случай, связанный с жалобами на надбавки. Похожая ситуация возникла и с сотрудниками детского дома-интерната. Посмотрев это постановление, увидев, что здесь у нас шансов выплатить этих денег нашим соцработникам нету, довели эту ситуацию до наших соцработников через директоров, объяснили нашу позицию, что в этом случае, если мы объявим карантин, не имея на то оснований, в плане заболевших коронавирусной инфекцией, или контактировавших с заболевшим коронавирусом, это будет подлог ситуации, это будет прямое нарушение. В конце концов, это средства из фонда президента, за ними будет строгий контроль. Троицкий детский дом-интернат и их работники ситуацию поняли правильно. Псидахский, почему себя так повел, но сейчас будем выяснять. Разбираться с ситуацией, возникшей с выплатами, будет не только Министерство труда, но и правоохранительные органы. Прокуратура уже начала проверку по этому вопросу. Это значит, что действиям должностных лиц и сотрудников диспансера будет дана правовая оценка. Тамара Хашагульгова, Новости 24.